Добрый вечер. В эфире телеканал АТР. Вы смотрите программу «Прайм Мацарский», которую веду я, Юрий Мацарский, и стараюсь вам рассказывать обо всем важном, интересном, порой забавном из того, что происходит вокруг нас в нашем большом мире. Сегодня опять начинаем с Беларуси. Все никак не успокоится. Вот та самая ситуация, которая буквально рукотворно была создана Лукашенко, Путиным, какими-то их агентами, что внутри Беларуси, что где-то вот уже на Ближнем Востоке. Я напомню, там уже не первую неделю скапливаются мигранты из бедных стран, в первую очередь Ближнего Востока, а также отчасти Африки и Центральной Азии, люди, которые стремятся попасть в Евросоюз. Я уже много раз об этом рассказывал, много раз говорил о том, какие схемы используются для того, чтобы переправлять этих людей. Приводил примеры, я даже вот рассказывал о том, что разговаривал с некоторыми из тех людей, которые воспользовались этими схемами, отправились в Беларусь, они уже, правда, те люди, с которыми я общался, вернулись в итоге домой в Ирак, но тем не менее, таких людей все еще очень много остается там на границе Беларуси и стран Евросоюза. Это Польша и это Литва. Это, в принципе, сделано для того, чтобы во многом шантажировать страны Евросоюза. Я уже тоже об этом рассказывал. Лукашенко, скапливая тысячи людей на границе, в принципе, добивается одной простой вещи. Он добивается демонстрации либо того, что вот сейчас Евросоюз, признает, что все его принципы о том, что свобода, достоинство и здоровье человека важнее всего, и пустят этих людей, и тем самым Лукашенко сможет наводнить Евросоюз и продемонстрировать слабость, вот эту вот безумную слабость, Евросоюза, который, вот смотрите, поддался на наш шантаж, взял и пропустил. Но, с другой стороны, если не пропустит, если Евросоюз сожмет кулаки, сожмет зубы и не пустит этих людей, Лукашенко может тогда начать рассказывать о том, что, смотрите, вот они плюют на собственные принципы, они не защищают собственные ценности, дают этим людям умирать где-то в лесополосе или в болотах. Примерно так Лукашенко сейчас и говорит. Интересно, что, судя по недавним заявлениям, сделанных руководством Польши, руководством Литвы и руководством Германии, и, кстати, еще и Урсула фон дер Ляйнен, которая глава Еврокомиссии, то есть еще и со стороны Евросоюза, уже прозвучали заявления о том, что на шантаж не поддастся Евросоюз, о том, что Лукашенко зря все это затеял, и этих людей не будут пускать, по крайней мере, массово. Понятно, что кто-то умудряется пролезть, кто-то пробегает, кто-то пролезает и, в конце концов, оказывается в Евросоюзе. Но вот поддаться на шантаж Лукашенко и пропустить этих людей массово Евросоюз не собирается. Больше того, я обратил внимание еще и на то, что министр иностранных дел Литвы, это та страна, в которую в том числе пытаются попасть беженцы, мигранты, для того, чтобы потом перебраться в первую очередь в Германию. Так вот, министр иностранных дел Литвы, фамилия которого Ландсбергис, сообщил о том, что литовское правительство всерьез рассматривает возможность возбуждения уголовного дела, по крайней мере, возбуждения судебного процесса против Александра Лукашенко, как того человека, который вот инициировал этот кризис на границах Евросоюза, инициировал один из вот этих вот витков гибридной войны Путина и его, собственно говоря, каких-то вот шестерок марионеток, а Лукашенко совершенно точно является его марионеткой, против Евросоюза, против свободного мира. Вот то, что вы видите на экранах, это какой-то логистический центр, по большому счету склад, который в конце концов белорусские власти отдали в распоряжение людей, отдали в распоряжение беженцев, которые пытались спастись, которые пытались найти убежище в Евросоюзе. В итоге они уперлись в европейскую границу, их туда дальше не пустили, и к ним туда, в этот логистический центр, несколько дней назад приехал Лукашенко. Он встречался с этими людьми, с этими беженцами, что-то им обещал, страшно радовался, показывал, как они его приветствуют, с ним здороваются, дети ему машут ручками, а потом он пообщался с сотрудниками, вернее, даже, наверное, с сотрудницами, потому что там были в основном женщины этого логистического центра, и объяснил им свое видение ситуации. Вот давайте мы сейчас выслушаем видение ситуации, которое озвучивает Лукашенко, а потом я объясню, что на самом деле происходит.
Когда здесь была война, наши туда, в Узбекистан, и особенно поляки. Поляки то в Иране сидели, в Курдистане, в Ираке, а сейчас они их туда даже на порог не пускают. Ну, потерпите немножко. Ну, в беду попали люди. Они продали все для того, чтобы лучше жилось им. И самое жуткое, то, что там у кого-то отец, у кого-то мать, у кого-то семья, и они не дают им воссоединиться. Поэтому потерпите, мы решим эту проблему. Я знаю, что и местным тут жителям, и вам надоело это все, но представьте мне еще больше. Вы не верьте тому, что мы их сюда привезли. Нам этой беды не нужно было, особенно вот этого лагеря. Это стихийно образовавшийся лагерь. Но для них самая большая проблема, что через границу каждые сутки проникает от 200 до 400 человек. Они все равно их не удержат. То, что они там проволокой перегородили стены, строят, все пустое. Люди идут, их никто не остановит. Поэтому потерпите, я думаю, что в ближайшее время мы разберемся с этими проблемами. Это, конечно, такое нагромождение лжи над ложью. Он на лжи сидит, ложью подгоняет. Я вот два только важных момента выделю. Первый момент, когда Лукашенко говорит о том, что не верьте, когда говорят, что это мы их сюда привезли. А кто же еще привез? Ведь, собственно говоря, не все эти граждане, а это в первую очередь граждане Ирака, Сирии, отчасти Йемена и целого ряда других государств, повторюсь еще раз, Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, вот ни у одного из этих государств нет безвизового режима с Беларусью. То есть все эти люди так или иначе получали визы, так или иначе оформляли все необходимые документы для того, чтобы приехать в Беларусь. Плюс ко всему, до совсем недавнего времени не было, скажем так, простого способа добраться откуда-нибудь, скажем, из Эрбиля, из столицы иракского Курдистана или из Дамаска, из столицы Сирии. Не было простой возможности добраться до Беларуси. Это была куча пересадок, это были неудобные стыковки, это было пересечение границ, это плюс ко всему часто необходимо было еще какие-то транзитные документы оформлять. Но благодаря стараниям Лукашенко появились прямые рейсы из того же Эрбиля, появились прямые рейсы из Дамаска в Минск. Эти люди напрямую летают. Поэтому, когда Лукашенко говорит о том, что не мы их сюда привезли, что это типа никак мы здесь никак в этом не задействованы, это прямая ложь. Вот здесь нужно понимать, это прямая ложь. Еще одна прямая ложь, которую Лукашенко себе позволяет, рассказывая о тех людях, которые оказались у него в заложниках, оказались, фактически теми людьми, которыми он пытается манипулировать, пытаясь чего-то там добиться от Евросоюза. Когда он говорит о том, что, значит, на Ближнем Востоке, в Ираке и в Иране с распростертыми объятиями принимали беженцев из Польши во время Второй мировой войны. Это прям вот, это не просто ложь, это совершенно восхитительная такая интерпретация реальных событий, которые действительно происходили во время Второй мировой войны. Во-первых, Ирак не принимал польских беженцев. Как ни крути, Ирак действительно здесь никак не был, значит, в этой ситуации не участвовал. Вот Иран был. Иранских беженцев, кстати, судя по всему, нет. А если есть, то их какой-то совсем небольшой процент. Но здесь нужно про польских беженцев в Иране рассказать отдельно. И рассказать совсем не ту историю, которую, наверное, кто-то пересказал Лукашенко. Как появились польские беженцы в Иране в годы Второй мировой войны? А все произошло после вторжения советских войск на территорию Восточной Польши, на территорию, которая сейчас в первую очередь относится к Западной Беларуси. Вот 17 сентября 1939 года советские войска, которые тогда выступали заодно с Третьим рейхом, вторглись на территорию Польши, оккупировали те территории, которые сейчас являются Западной Украиной и Западной Беларусью. Кстати, Лукашенко с этого года день вторжения советских войск в Польшу считает государственным праздником. Это называется День народного единства в Беларуси, чтобы вот просто было понятно. Так вот, после того, как оккупировали вот эту вот самую восточную часть Польши, в советском плену и где-то в ссылках оказалось около 1,5 миллиона поляков. Это исключает тех людей, которые были казнены в Катыни, тех людей, которые были казнены в Харькове. То есть были
тысячи, возможно, даже десятки тысяч казненных буквально в первые месяцы после оккупации Польши. И было около от 1 250 000 до 1 700 000 человек были отправлены в ссылки в Сибирь, в Центральную Азию, вообще вот в отдаленные места Советского Союза. А потом, уже после того, как Гитлер напал на Советский Союз и было принято решение о формировании из поляков, которые были на территории Советского Союза, либо как пленные, либо как ссыльные, но из них решили формировать армию. Так вот, часть этой армии, Советский Союз был в тяжелом экономическом состоянии, Советский Союз вообще был не в состоянии кормить кого-то, кроме там своих граждан, и то далеко не всех своих граждан, то вот, собственно, значительную часть этих польских беженцев, ну, они не были беженцами, они были пленными или ссыльными, отправили уже в качестве польской армии на Ближнем Востоке. Они действительно присутствовали, часть в британской подмандатной Палестине, часть в Иране. И вот в Иран было эвакуировано около 80 000 польских граждан. Из них 40 с чем-то тысяч это были не военные, а гражданские. Многие из них были детьми. Но еще один важный момент. Иран не с распростертыми объятиями принимал этих людей. Иран и они тоже ехали, польские беженцы ехали туда не с радостью, не с распростертыми объятиями, потому что их лишили их родины, у них их родина была оккупирована с одной стороны немцами, нацистами, с другой стороны большевиками, их забрали, отправили в ссылку в Сибирь или куда-нибудь на Дальний Восток. Потом, когда сказали, вы нам здесь не сильно нужны, переправляем вас в Иран, но Иран тоже был оккупирован. В Иране не было своей реальной администрации. Часть Ирана была оккупирована советскими войсками, другая часть Ирана была оккупирована британскими войсками. Поэтому, когда Лукашенко рассказывает о том, что их там приняли, их там спасали, их там, значит, кормили и буквально, значит, надышаться на них не могли, он тоже врет, потому что все это происходило руками большевиков. Все это происходило руками оккупационных администраций. Одна оккупационная администрация сначала захватила Польшу, потом эта же самая оккупационная администрация захватила Иран, и из одной части, которую у них отобрали другие оккупанты, переправила людей в другую часть оккупированных территорий. Поэтому здесь Лукашенко врет вообще на каждом шагу. Здесь Лукашенко манипулирует действительно фактами, и ему плевать на судьбы, что тех беженцев времен Второй мировой войны, что беженцев, которые сейчас присутствуют у него на границах, совершенно плевать. Он рассказывает только о том, какой он бедный, несчастный, и какие гадкие европейцы, как они неправильно себя ведут. Собственно, он еще рассказывает о том, что сейчас там, типа, смотрите, все скоро закончится, посмотрите, значит, там сейчас люди прибывают и прибывают, они границу вот-вот прорвут. На самом деле, вряд ли все скоро закончится, хотя понятно, что поток беженцев будет продолжаться по той простой причине, что вот в главных точках, вот в тех регионах, откуда больше всего беженцев отправляется в Беларусь, все очень неспокойно. И вот север Ирака, его еще называют иракским Курдистаном, это действительно автономный регион. Он во многом независим от остального Ирака. Там все очень плохо. Вот посмотрите, эти кадры я снимал несколько лет назад. Вот так вот выглядят лагеря беженцев, в которых жило несколько миллионов человек. И эти лагеря либо закрываются, либо вот продолжают существовать в таком же виде. Это было снято, в общем-то, на самом деле весной или летом. Достаточно тепло, но эти лагеря расположены в горной местности. Зимой там холодно, там дожди, там снег. В таких палатках там долго не протянешь, а люди, вот реально не протянешь, а люди там живут годами. И какого-то особого просвета нет, потому что экономика сильно просела. На руку, собственно говоря, тем людям, которые отправляют мигрантов в Европу, а взрослый мужчина платит $4000 за себя одного, если семья, это еще больше. Вот так вот беженцы, это из Мосула. Беженцы уезжали после того, как было наступление на взятый игиловцами Мосул. Вот люди живут в таких лагерях, люди живут в таких условиях. Работы нет, значит, возможности где-то устроиться внутри иракского Курдистана или внутри Большого Ирака минимальны. Если даже ты куда-то устраиваешься, зарплаты не хватает на то, чтобы прокормить семью.
а большинство взрослых людей семейные. А большинство взрослых людей так или иначе есть дети, так или иначе есть жены, мужья, и всех нужно содержать собственно говоря, на какую-то минимальную зарплату семью не прокормишь. Поэтому все это играет на руку Лукашенко. Этот кризис, который длится годами в Ираке, кризис, который годами длится на Ближнем Востоке, никуда не делся, он продолжается, и он подогревается, кстати, во многом лукашенковскими друзьями. Кем он подогревается? Дело в том, что вот главный работодатель на севере Ирака — это региональная администрация иракского Курдистана. Они платят зарплаты, они платят пенсии. Нет более крупного работодателя, чем эта самая администрация. А нет более масштабного источника финансирования этой администрации, чем нефть. Это места очень богатые нефтью, это места, в которых добываются десятки тысяч баррелей в сутки. И для того, чтобы влезть туда, для того, чтобы оказаться, значит, влиятельными игроками на нефтяном рынке Ближнего Востока, там огромные деньги платили, например, Роснефть, например, Газпромнефть. Роснефть владеет, например, трубопроводом, который ведет из иракского Курдистана в Турцию. Вот это тут трубопровод, по которому прокачиваются какие-то безумные объемы нефти. Reuters сообщал, что деньги, что, собственно говоря, Роснефть заплатила за владение этим трубопроводом порядка $2 миллиардов. Вот вдумайтесь, $2 миллиарда и вот такие вот условия жизни людей. Это только за одну трубу. А помимо этой одной трубы существует еще большое количество, значит, месторождений нефти, из которых выкачиваются просто тысячами тонн выкачивается нефть. Но эти деньги куда-то пропадают. Я помню, я одного моего коллегу спросил в Ираке, когда там работал, местного, обратил внимание на шикарные особняки, обратил внимание на дорогущие автомобили, на какие-то казино, какие-то безумно дорогие рестораны, которые вдруг в Ираке в разрухе, посреди этих лагерей беженцев появлялись и существуют, и множатся. Я у него спросил: скажи мне, пожалуйста, это все благодаря нефти? Он говорит: нет, это все благодаря коррупции. Какая коррупция? Вот это самая нефтяная коррупция. Агентство Bloomberg сообщало о том, что некому тайному переговорщику, который помогал обстряпывать сделки с руководством Ирака и руководством иракского Курдистана, одна из российских нефтяных компаний заплатила $200 миллионов. $200 миллионов одному единственному посреднику заплатили то ли Сечин, то ли кто-то еще из вот этих вот российских миллиардеров. Зачем им это все нужно? Для того, чтобы, собственно говоря, иметь возможность держать ситуацию под контролем, для того, чтобы иметь возможность дестабилизировать эту ситуацию тогда, когда им нужно. Вот вроде бы как уменьшились потоки беженцев. Вроде бы как даже сотни, а то и тысячи людей полетели назад, сообразив, что, наверное, сейчас, еще и накануне вот наступающей зимы, не стоит оставаться там. Что делают, значит, агенты влияния? Понятно, что это может прозвучать как теория заговоров, но тем не менее, не исключен такой вариант. Берутся и отменяются стипендии студентам, которые учатся в иракском Курдистане. Для очень многих людей это действительно вопрос выживания. Там нет работы сейчас, очень большие проблемы. А студенты получали стипендию там от 45 до 60 примерно долларов, в зависимости от вуза, в котором ты учишься, и от твоей успеваемости люди получали стипендию. Эти стипендии взяли и отменили. Просто нет этих денег, больше студенты не получают. А студенты начинают устраивать массовые манифестации в иракском Курдистане. На прошлой неделе проходили массовые выступления недовольных, не только студентов, к ним присоединились профсоюзы, к ним, скорее всего, присоединились какие-то их старшие родственники. Вот так вот все это происходило. Значит, прям тысячи людей во многих городах вышли протестовать, какие-то жгли покрышки, выходили к каким-то, значит, административным зданиям, к каким-то представительствам властей иракского Курдистана, требуя объяснить: слушайте, а куда деваются вот эти вот самые сотни миллионов и миллиарды долларов дохода, которые вы получаете от нефти? Ведь эта нефть принадлежит не каким-то там конкретным людям в региональной администрации, не каким-то там чиновникам и депутатам. Эта нефть принадлежит, недра принадлежат народу. Давайте каким-то образом разбираться. В итоге все это закончилось, то, что вы видите, да. Значит, вот этот дым, это не просто дым, это гранаты со слезоточивым газом, которыми начали разгонять протесты
полицейские, вместе, вот они вот дымятся, вместе с этими гранатами со слезоточивым газом были использованы, как всегда это бывает, дубинки, были использованы резиновые пули, есть сообщения о раненых, в том числе тяжело раненых и юношах, и девушках, которые вот принимали участие в этих акциях протеста против отмены стипендий. Вот то, что вы видите, они стреляют. Ну, к счастью, судя по сообщениям, стрельба идет не боевыми патронами, а резиновыми пулями. Хотя, в принципе, резиновая пуля — это тоже очень-очень серьезная история. Резиновой пулей можно покалечить, а при неудачном стечении обстоятельств и убить человека. Вот это вот тоже видео, как в один из городов иракского Курдистана на волне протестов начинают стягивать армию вместе с бронированными хаммерами. То есть на то, чтобы отправить армию, на то, чтобы вооружить, значит, спецслужбу, полицию, всех кого угодно. Деньги есть, а на то, чтобы платить на самом деле совсем небольшие с точки зрения вот тех доходов, которыми располагает иракский Курдистан, стипендии студентам, денег нет. И вот именно это выводит людей на улицы, именно это выводит людей на протесты. Известно, кстати, что сейчас идут аресты, по крайней мере, нескольких из тех людей, которых назвали зачинщиками этих самых протестов, арестовали. А что это значит? Это значит, что значительная часть людей, которые, наверное, будут опасаться за свою жизнь, за свое спокойствие, за свою свободу, попытаются выбраться из иракского Курдистана и перебраться в Евросоюз. Мы видим, что путь в Евросоюз с морем очень опасен. Вот совсем недавно опять у берегов Великобритании затонула очередная лодка, погибло огромное количество людей, которые пытались на этой лодке добраться до берегов Британии, погибли. Поэтому там наиболее очевидным является путь через Беларусь со всеми его сложностями, со всеми его проблемами, со всем этим сумасшедшим Лукашенко. Но, тем не менее, наверняка сейчас какие-то очередные люди попытаются добраться в Евросоюз через Беларусь, опять застрянут там, на этой границе. Какая-то часть сможет проникнуть, какая-то часть может пролезть через эти ограждения, через колючую проволоку, прорваться, найти какие-то обходные пути, но сможет это сделать. И Лукашенко опять будет это использовать в своей пропаганде, Лукашенко опять будет этих людей использовать в качестве заложников в этом своем противостоянии с Западом. Никуда от этого не деться. Кстати, вот вчера в воскресенье исполнилось бы 50 лет нашему коллеге Павлу Шеремету, который в 2016 году был убит в самом центре Киева. До сих пор непонятно, вопреки всем заявлениям самых разных высокопоставленных персонажей в украинской власти, так мы и до сих пор не знаем, кто на самом деле убил Павла Шеремета и по чьему заказу это было сделано. А Павел Шеремет был личным врагом Александра Лукашенко. Он был тем человеком, который был лишен белорусского гражданства личным распоряжением, личным указом Александра Лукашенко. Лукашенко ненавидел его всеми фибрами своей души. И вот Павел Шеремет за несколько лет до своей гибели в интервью телеканалу «Белсат» описал свое видение того, что из себя представляет узурпатор, белорусский узурпатор. Давайте мы посмотрим это видео, а потом от того, что происходит в Беларуси, перейдем к тому, что происходит в других странах. Если бы Лукашенко был единственный диктатор в новейшей истории мира, то можно было бы говорить о каких-то его выдающихся качествах. Поскольку диктаторов достаточно много в мире, то ничего уникального, свойственного только Лукашенко, нет. Лукашенко уникален только своим бесстыдством, Лукашенко уникален своей ложью, Лукашенко уникален только тем, что он идет по головам людей. Трудно среди белорусов найти было такого демонического человека. Трудно было найти среди белорусов вот человека, который будет идти по судьбам людей, человека настолько жестокого, настолько беспринципного, как Лукашенко. В этом смысле для белорусов он уникален. У нас, в общем-то, карателей было немного в нашей истории. И вот родить такого человека, это, конечно, трагическое стечение обстоятельств. Я думаю, что мы долго будем исправлять ошибки режима Лукашенко. Это
такое проклятие белорусов на рубеже 20-21 века. Он украл у нас будущее. Он украл у нас прекрасные перспективы стать цивилизованной страной, стать членом семьи цивилизованных государств. Да, мы не умерли. Да, мы как-то так выживаем, картошку сеем, убираем, работаем, да. Но именно можно говорить о том, что Беларусь страна потерянных возможностей. Мы могли жить лучше, интереснее, свободнее, а живем как затравленные, забитые, запуганные люди, которые оглядываются по сторонам, оправдываются, озлобленные, затравленные. Вот во что мы превратились после 17 лет правления этого человека. То есть это Павел говорил 17, когда Лукашенко 17 лет был у власти. Сейчас Лукашенко у власти почти четверть века. И все становится только хуже. Все становится для Беларуси, для стран, которые так или иначе с ней взаимодействуют, становится все опаснее и опаснее. И вот, кстати, прежде чем перейти к другим темам, к другим странам, обращу внимание еще на одну важную деталь, как раз касающуюся Беларуси и узурпатора Лукашенко. Сегодня с утра он провел совещание в Министерстве обороны, явился туда в форме главнокомандующего, значит, с советским гербом, такой а-ля советский белорусский герб у него был на форме, и на погонах, и на кокарде. Он изображал из себя, выглядел он, конечно, как латиноамериканский диктатор из карикатур какого-нибудь крокодила. В общем, он пришел туда на это совещание и рассказал буквально следующее. Он рассказал, что миграционный кризис на границах Евросоюза, вот эти несчастные люди, которые он держит в заложниках, на самом деле это не его вина, что это все делает Запад, что это Запад отправляет людей на границы Евросоюза, Запад копит их на территории Беларуси. Для чего? И Лукашенко объясняет, для чего он это делает. Для того, чтобы белорусская армия, белорусские спецслужбы были бы связаны там, были бы, значит, необходимо было бы постоянное присутствие каких-то военных, каких-то полицейских сил там, рядом с границами Евросоюза, если вдруг коварный Запад решит напасть на Россию. То есть сейчас Лукашенко рассказывает следующее. Это вот специальная такая, значит, пятая колонна, которая свяжет какую-то часть белорусских войск и не даст им пойти на помощь братской для Лукашенко России в тот момент, когда Запад на эту самую Россию нападет. И вот здесь еще важный момент для тех, кто по какой-то причине еще считает, что Лукашенко прям друг Украины, что Лукашенко, и что Украине нужно, значит, с ним возобновлять отношения, и что Лукашенко помог бы Украине, и Лукашенко был бы прекрасным союзником Украины. Он говорит буквально следующее, что если вдруг что-то начнется, что если вдруг Украина попробует развязать конфликт с Россией, это вот прямая цитата, что если Украина попробует развязать конфликт с Россией, вот представьте себе, он такое говорит, то Беларусь не будет стоять в стороне, и она придет на помощь Российской Федерации. Вот, собственно говоря, вот такой вот союзник, вот такой друг у Украины, в кавычках, естественно, друг у Украины, Александр Лукашенко, человек, который захватил власть и не отпускает ее. Он, кстати, не один такой в мире, есть еще несколько похожих персонажей, которые захватили власть и которые никак с этой властью не распрощаются. Одного из таких людей зовут Николас Мадуро. Значительная часть стран мира, в первую очередь Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, значительная часть стран Евросоюза, не признают его президентом Венесуэлы аж с 2018 года. В 2018 году были проведены очередные президентские выборы. Запад итоги этих выборов не признал, сказал, что, значит, Лукашенко, что Николас Мадуро их, значит, сфальсифицировал, он жульничал и сам себя объявил победителем, не имея на это права, и признали, собственно говоря, временным президентом Венесуэлы, признали оппозиционного главу парламента, которого зовут Хуан Гуайдо. В итоге вот уже почти 3 года, все это произошло, признание, в январе
2018, 19, 20, 21, да, уже больше 3 лет, получается, живет страна живет с 2 президентами. Один президент, которого признает там Россия, Китай и так далее, там Куба и так далее, значит, Иран, это Николас Мадуро, и другой президент, которого признают страны свободного мира, которого зовут Хуан Гуайдо. Все это время страна существует вот в таком вот странном двоевластии. Вокруг нее, против нее вводятся все новые и новые санкции со стороны Запада, со стороны стран, окружающих Венесуэлу. При этом ни один, ни Мадуро, ни Гуайдо не демонстрировали готовности сдать назад и сказать: ладно, давайте мы каким-то образом, значит, придумаем, что делать нам дальше. Я отказываюсь там от своих полномочий в пользу того-то или в пользу всего-то. Ну вот почему я вдруг сейчас вспомнил об этой стране. Потому что там прошли выборы в губернаторов и мэров крупных городов. Это первые с 2017 года выборы, которые не бойкотировала оппозиция. Это первые за несколько лет выборы, в которых оппозиция пришла и приняла участие на равных с вот этой вот самой объединенной социалистической партией, которую возглавляет Николас Мадуро. Оппозиция решила, что путь бойкота, путь игнорирования, путь тупиковый. Рассчитывали они на то, что смогут взять голоса везде, где только получится. Призывали венесуэльцев прийти и поддержать оппозиционных кандидатов. В итоге проиграли везде, где только можно. 23 губернаторов избирали. 20 это победили представители партии Мадуро. Мадуро допустил на эти выборы наблюдателей из Евросоюза. Наблюдатели из Евросоюза сообщили о том, что выборы были несвободными, сообщили о том, что выборы были нечестными, сообщили о том, что, собственно говоря, победа была украдена у многих из кандидатов оппозиционных, и что и административный ресурс, и фальсификации, и вбросы, и все остальное прочее были сделаны в пользу Мадуро. Мадуро объявил всех этих наблюдателей врагами и шпионами. Сказал, что они приехали в Венесуэлу не для того, чтобы проследить за выборами, которые, по его мнению, были исключительно честными и исключительно правдивыми, а для того, чтобы потом обвинить его и венесуэльский народ, который всецело его якобы поддерживает, в том, что они фальсифицируют, в том, что они, значит, враги и предатели. Рассказал о том, что никогда не пустит больше этих мерзавцев и негодяев к себе в Венесуэлу, и, собственно говоря, обещал, что раз народ поддерживает его политику и политику его партии, эта политика и его партии продолжится, и он будет таким же непримиримым антиамериканистом, антиимпериалистом, и вообще будет таким же жгучим социалистом. Давайте, кстати, посмотрим сюжет о том, кто такой Николас Мадуро, как он вообще оказался у власти, а потом пойдем дальше. Николас Мадуро, названный в честь отца, родился в 1962 году в семье рабочего венесуэльца и его жены колумбийки Терезы. В свидетельстве о рождении указано, что Николас метис, то есть среди его предков есть люди африканского и индейского происхождения. Сам Мадуро говорил, что его дед был евреем-сефардом, переселившимся из Европы в Венесуэлу и перешедшим на новой родине в католицизм. Семья будущего президента отличалась левыми взглядами. Отец долгое время даже был профсоюзным лидером и организатором стачек и забастовок. В старшей школе и сам Николас Мадуро находит себя в политике и становится активным участником ученического союза, защищающего интересы школьников. Скорее всего, политическая работа так и не позволила ему сдать выпускные экзамены. По крайней мере, записи о выдаче Мадуро аттестата зрелости в школьном архиве нет. В конце 70-х Мадуро устраивается работать водителем автобуса. Несколько лет он возит рабочих на стройке метрополитена Каракаса и подрабатывает телохранителем у одного из лидеров венесуэльских социалистов – Хосе Рангеля. В середине 80-х молодой Мадуро отправляется на Кубу, где проходит обучение у местных коммунистов. По некоторым данным, кубинские власти ставят перед венесуэльцем задание втереться в доверие по возвращению на родину к делающему стремительную карьеру офицеру Уго Чавесу. Якобы кубинцы через Мадуро хотели убедить популярного у масс военного встать во главе социалистических преобразований в Венесуэле. Как бы то ни было, Николас Мадуро, вернувшись домой, действительно довольно скоро сошелся с
с Чавесом. А когда офицера, ставшего политиком, арестовали в 1992 году за попытку госпереворота, именно Мадуро возглавил кампанию по его освобождению. С тех пор эти двое почти всегда были вместе. Помилованный в 1994 году Чавес отправился в тур по стране и по соседним государствам. Часто появлялся на людях с Николасом Мадуро. От партии Чавеса бывший водитель автобуса избрался в Конгресс, а когда офицер занял в 2000-х президентский пост, его протеже пересел из депутатского кресла в министерское, возглавив венесуэльский МИД. В 2011 году у Чавеса диагностировали рак. Понимая, что ему осталось недолго, президент назначил своим заместителем и преемником Николаса Мадуро. 5 марта 2013 года Уго Чавес умер. Согласно Конституции, его заместитель стал временным президентом, а после проведенных в середине апреля досрочных выборов уже постоянным главой государства. На этих выборах Мадуро набрал чуть больше 50% голосов избирателей, опередив ближайшего преследователя, христианского социалиста Энрике Каприлеса, всего на 1,5%. Николас Мадуро всегда стоял на социалистических антиамериканских позициях. По его же признанию, своими учителями и наставниками он считает лидеров кубинской революции, братьев Фиделя и Рауля Кастро, а также свергнутого и казненного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В ходе первого президентского срока Мадуро продолжил начатую еще при Чавесе программу конфискации собственности у работавших в Венесуэле западных компаний и постоянно увеличивал объемы бюджетных выплат местным беднякам. Результатом этих действий стали инфляция в 2 миллиона % за 6 лет, бегство из страны каждого 10-го жителя, тотальный дефицит даже самых необходимых продуктов и средневековые показатели детской смертности. Тем не менее, по итогам прошедшим в 2018 году выборов, Мадуро был переизбран на второй шестилетний президентский срок, получив почти 68% голосов избирателей. ООН, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Австралия и ряд других государств и организаций не признали результат этих выборов, посчитав, что и ход самой избирательной кампании и подсчет голосов проводились с грубейшими нарушениями. Я вот, кстати, не очень верю реально тем историям о том, что победили честно вот эти вот самые 20 губернаторов из 23, что люди всерьез отдали свои голоса за партию Николаса Мадуро. Почему я в это не верю? Потому что вот вышла совсем недавно, на этой неделе или в конце прошлой недели, новая статистика о экономическом положении, о положении дел в Венесуэле. За эту статистику ответственны в первую очередь университеты и научно-исследовательские институты там в самой Южной и Центральной Америке, которые понимают, о чем идет речь, которые знают и основывают свои данные на реальных изысканиях. Не выдумывают из головы, не додумывают, а вот, что называется, считают каждую копеечку и понимают, что на самом деле происходит. Так вот, почти 77% венесуэльцев сейчас живет за чертой бедности. Только 40% населения официально трудоустроены. Но вот что значит официально трудоустроены? Официальное трудоустройство вовсе не гарантирует хотя бы там минимально достойного существования, потому что человек, который работает сейчас где-то трудоустроен официально не бизнесмен, а вот человек, который работает, он может зарабатывать ежемесячно. Средняя зарплата в Венесуэле сейчас $12. $12 средняя зарплата в Венесуэле, повторюсь еще раз. Это 76, почти 77% находятся за чертой бедности. У 59% семей в Венесуэле не хватает денег для того, чтобы досыта наесться и накормить своих детей. 59% семей, 59%, это больше половины, не могут накормить своих детей досыта, чтобы они не голодными ложились спать. ООН посчитал, что вот за последние годы из Венесуэлы бежало в качестве беженцев, в качестве, в первую очередь, экономических беженцев, то есть спасаясь от ужасающей бедности, бежало 6,7 миллионов, почти 7 миллионов человек бежало из Венесуэлы. Это при населении страны что-то около 28,5 миллионов человек. Почти 7 сбежало. Можете себе представить, что на самом деле происходит там в стране. $13 зарплата, 7 миллионов беженцев,
59% семей не могут накормить досыта, собственно, своих детей и сами наесться досыта. И при этом все продолжают голосовать дружно за Объединенную социалистическую партию Николаса Мадуро. Его главный оппонент Хуан Гуайдо, тот человек, который в глазах Запада, в глазах США и Евросоюза является главой государства, он уже выступил с речью по итогам этих самых выборов. Он сказал о том, что остается и считает себя временным президентом и будет бороться за власть, и даже заявил о том, что по его данным Соединенные Штаты Америки продолжат, по крайней мере, в следующем 2022 году тоже считать его временным президентом, считать его официальным главой государства. Никаких, кстати, вот есть несколько официальных заявлений касательно выборов со стороны Госдепа США, но там нет ничего касательно Хуана Гуайдо, поэтому нам вот остается верить только ему самому. Так или иначе, он продолжает действительно находиться в контакте с американскими политиками и с европейскими политиками. Американцы, кстати, сказали о том, что да, они не признают итогов этих выборов, они считают их нечестными, они считают, что были подтасовки, все было сделано с одной единственной целью – обеспечить максимальное количество голосов вот этим вот самым ребятам из стана Николаса Мадуро, но отдельно ничего о том, как они будут дальше относиться и какую они будут делать ставку на Хуана Гуайдо или не будут делать никакой ставки на Хуана Гуайдо, в Госдепе не сказали. Но сам он себя продолжает считать руководителем, сам он себя продолжает считать, вот тоже странная, да, история, он почти не имеет никакого влияния за пределами парламента, он почти не имеет никакого влияния за пределами узкого круга тех людей, которые считают его руководителем. Николас Мадуро так или иначе продолжает руководить всеми политическими, отчасти экономическими процессами, но Хуан Гуайдо считает себя президентом, пускай и временным. Давайте, кстати, посмотрим сюжет о Хуане Гуайдо для того, чтобы понять, что это за человек и как он оказался там, где оказался сейчас. Хуан Гуайдо родился в 1983 году в семье пилота гражданских авиалиний Венесуэлы и школьной учительницы. Родной город Гуайдо, Ла-Гуайра, даже в благополучные времена считался одним из самых бедных в государстве. Однако родители Хуана относились к среднему венесуэльскому классу, а выбор места жительства объяснялся тем, что именно у Ла-Гуайры расположен главный аэропорт страны, обслуживающий столичный Каракас. Отцу семейства, пилоту Вилмеру Гуайдо, было удобно ездить на работу и обратно именно из бедного Ла-Гуайро, а не из удаленного на 30 километров от аэропорта Каракаса. Несмотря на развод родителей, уже вскоре после рождения Хуана, его детство было относительно благополучным и, по венесуэльским меркам, даже зажиточным. Этому благополучию пришел конец в 1999 году, когда на Венесуэлу обрушилось стихийное бедствие, известное ныне как трагедия в Варгасе. Из-за обильных осадков несколько городов и поселков на побережье Венесуэлы оказались смыты оползнями и селевыми потоками. Десятки тысяч венесуэльцев погибли в этой катастрофе. Тысячи человек, включая семью Гуайдо, лишились жилья и всего своего имущества. Позже Хуан Гуайдо рассказывал, что медлительность властей при строительстве нового жилья и выделении помощи пострадавшим продемонстрировали ему некомпетентность и коррумпированность верхушки государства. В своих интервью он указывал на то, что избранный как раз в конце 1999 года президентом Уго Чавес не сделал почти ничего для облегчения участи тех, кто потерял в трагедии свои дома и семьи. Однако к активной оппозиционной деятельности Хуан Гуайдо пришел лишь в 2007 году, когда, будучи студентом католического университета в Каракасе, стал одним из организаторов протеста против государственной цензуры. Из этого протеста выросло сначала молодежное движение «Поколение 2007», а позже и целая политическая партия, названная «Народная воля». Возглавил партию, официально зарегистрированную в 2011 году, один из самых известных левых политиков Венесуэлы Леопольдо Гомес. Гуайдо стал одним из ближайших его соратников и, как вспоминали товарищи по партии, любимым учеником Гомеса. Молодой политик был не очень известен и какое-то время пребывал в тени более старших товарищей. Однако вышел на первые роли после того, как Леопольдо Гомес был арестован и приговорен в 2015 году к 14 годам заключения.
преступления за организацию массовых беспорядков. За арестом и судебным решением стоял преемник умершего от рака Уго Чавеса Николас Мадуро. Вскоре после ареста наставника Хуан Гуайдо был избран в парламент Венесуэлы, где продолжил борьбу с режимом. При этом работу в парламенте он совмещал с такими видами политической активности, как голодовки и участие в массовых антиправительственных выступлениях. Сам политик рассказывал журналистам, что на его теле есть несколько следов от резиновых пуль, с помощью которых полиция разгоняла акции протеста. В мае 2017 года Николас Мадуро был в очередной раз избран президентом. Однако целый ряд стран Запада и венесуэльская оппозиция не признали результаты выборов. Внутри государства центром сопротивления президенту стал парламент, главой которого в декабре 2018 года был избран 35-летний Хуан Гуайдо. Вскоре после своего избрания он объявил Мадуро нелегитимным президентом и призвал правительства других стран признать себя в качестве временного главы государства. Его призыв был поддержан Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, ведущими европейскими государствами и большинством стран Южной Америки. Вместе с тем, на легитимности Николаса Мадуро продолжали настаивать его союзники из Китая, Турции, России и ряда стран региона. В итоге в Венесуэле образовались сразу два враждебных друг другу центра принятия решений, что лишь ускорило кризисный процесс в стране и буквально поставило ее на грань иностранной интервенции и гражданской войны. Эта вот история продолжается до сих пор. Вот это глубочайший кризис, из него выхода пока нет. Сам Мадуро, чем он занимается? Он занимается, по большому счету, тем, что продает золотой запас, меняет его на какие-то продукты первой необходимости и на бензин для того, чтобы заправлять автомобили, автобусы и так далее. Это при том, что Венесуэла страна с самыми большими в мире разведными запасами нефти. Просто эти разведные запасы нефти некому и нечем добывать, перерабатывать, некому продавать, потому что американские санкции сделали всю вот эту вот нефтяную отрасль, или почти всю нефтяную отрасль, максимально нерентабельной. То есть найти специалистов невозможно. Никто не пойдет даже на $13 зарплаты работать. Люди, скорее, специалисты переедут в другие страны и будут работать там. Никто не будет поставлять оборудование для добычи и переработки нефти, потому что любая компания, которая начнет поставлять это оборудование государственным компаниям в Венесуэле, а другие компании частные не заняты в нефтяном секторе, она вся национализированная нефтянка в Венесуэле, тут же подпадут под американские санкции и никому больше никогда не смогут продавать. Поэтому эти компании не заинтересованы в сотрудничестве с Мадуро, они ищут себе менее токсичных клиентов. Ну и, соответственно, продавать эту нефть тоже особо некому, потому что главный, скажем так, клиент, главная страна, которая покупает нефть в том регионе, в западном полушарии, это Соединенные Штаты Америки, она не покупает нефть у Венесуэлы. Конечно, есть какие-то нелегальные поставки в близлежащие страны. Конечно, что-то где-то каким-то образом так или иначе добывается, возможно, где-то перерабатывается, но в любом случае это вообще, конечно, слезы по сравнению с тем, что могло бы быть и какие доходы могла бы приносить нефтяная отрасль, если бы не вот эти вот самые дурацкие решения, которые были приняты Уго Чавесом, а потом его последователям Мадуро. Нужно отдать, кстати, должное Уго Чавесу и тем людям, которые были при власти вместе с ним. Вот при всем его странном, таком абсолютно диком антиамериканизме, при всем его там почитании Маркса, Энгельса и прочих не самых приятных персонажей, он действительно смог в какой-то момент взять и накормить тех людей, которые там годами не доедали. Действительно, в Венесуэлу смогли вытащить низы вот тех людей, которые были максимально нищими, тех людей, которые были лишены возможности заработать себе на хлеб. Вот в какой-то момент они смогли наесться вдоволь, в какой-то момент им смогли обеспечить работу, в какой-то момент они смогли выбраться из вот этой вот максимально какой-то беспролазной, непролазной вот этой вот тьмы и нищеты. Но все пошло еще дальше, и в итоге привело к тому, что вот эти вот несколько
несколько процентов людей, которые не доедают, превратились в 59%, которые не доедают. Поэтому нужно было вовремя остановиться. Вот эти вот ультрасоциалистические реформы не должны были идти максимально до конца, не должны были превратить страну в страну изгоя, а они действительно превратили страну в выживающую, они действительно превратили страну в одну из самых бедных на планете. Кстати, с похожей ситуацией, с катастрофической бедностью и с вероятным массовым голодом вот-вот столкнется еще и Афганистан. Я уже об этом рассказывал, о том, что правительство талибов в Афганистане, которое по большому счету пришло к власти даже не военным путем, они действительно наступали, но особого сопротивления не встречали, просто вот пришли и взяли власть. Вот так вот сложились обстоятельства, что никто не мог бросить вызов талибам, и они в августе взяли власть, и теперь Талибан единственный источник власти в Афганистане. Так вот, они столкнулись с тем, что счета предыдущего афганского правительства, которое бежало, заморожены. Эти счета в основном расположены физически в американских банках. Американцы не признают талибов легальной властью, не признают их режима, не признают в легальности режима талибов еще и европейские страны. А вот талибы всячески настаивают на том, что пора признавать, хватит играть в бирюльки, хватит притворяться, что есть или могут появиться какие-то другие персонажи, которые способны будут взять на себя власть и ответственность за происходящее в стране. Давайте, признавайте нас властью в Афганистане. Это уже, кстати, спровоцировало. Одни заявления талибов уже спровоцировали активные антиталибские выступления в самых разных частях Европы, и не только Европы. Вот то, что вы видите сейчас на экране, это вот как раз последние 2, а то и 3 недели в Австралии, в Канаде, в США, в Австрии, в Германии, в Бельгии, везде, где есть какая-то более-менее активная афганская диаспора, проходят вот такого рода митинги. Они часто, то, что вы видите, вот эти флаги, это флаги либо сопротивления антиталибского, вот это вот зелено-бело-черный, это вот флаг сопротивления антиталибского, либо вот флаги государственные, флаги, которые вот Талибан отменил, черно-красно-зеленый. В разных странах проходят требование одно – не признавать режима талибов, так или иначе поддержать тех людей, которые сопротивляются режиму талибов, так или иначе оказать помощь, включая там военную, экономическую, сопротивление антиталибскому. Но сейчас никто не спешит этим заниматься, мало кто, я не знаю вообще, есть ли кто-то, по крайней мере на государственном уровне, кто готов поддержать или хотя бы декларирует готовность поддержать это сопротивление. Может быть, кроме Таджикистана, Эмомали Рахмон, глава Таджикистана, всячески рассказывает о том, что он готов помочь, готов поддержать и всячески, собственно говоря, способствовать победе антиталибского сопротивления. Но пока это все лишь разговоры. Так вот, складывается действительно очень тяжелая ситуация в Афганистане. Повторюсь, да, талибы говорят, помогите нам, и даже не столько нам, сколько вот поддержите, видите, Северный альянс, поддержите National Resistance Front, фронт национального сопротивления. Мальчишка держит плакат с портретом Ахмада Масуда, человека, который возглавляет вот это вот самое фронт национального сопротивления. Гуманитарная ситуация действительно чудовищная, потому что уже пришли холода в Афганистан, уже нет возможности людям содержать себя, содержать свои семьи. Известно, что очень многие продают, все, что только можно, лишь бы поддержать семью, лишь бы купить хотя бы какие-то предметы первой необходимости и даже просто еду. Около 23 миллионов человек или половина населения Афганистана, согласно подсчетам ООН, прямо сейчас сталкивается с недостатком пищи и с недостатком медикаментов. 23 миллиона человек вот прямо сейчас уже находятся в состоянии гуманитарной катастрофы. Известно, что даже
Пакистан и Индия на время отложили все свои какие-то разборки, все свои разногласия, и Пакистан разрешил индийским властям через свою территорию перебросить предметы первой необходимости, какую-то гуманитарную помощь для жителей Афганистана. Но в любом случае это все полумеры. Афганистану нужно каким-то образом какое-то признание, Афганистану нужно каким-то образом включение в самые разные легальные экономические схемы, в разные экономические потоки, которые существуют как на региональном уровне в Центральной Азии, так и на глобальном уровне, в принципе, да, в мировое какое-то сообщество. Пока этого нет, пока нет, Афганистан не включен, приходится, конечно, главная ставка, на которую делают, главные какие-то, значит, моменты, на которые делают ставку местные жители, это нелегальная экономика. Какая нелегальная экономика есть в Афганистане? Всем про это прекрасно известно, это выращивание опиатов. Это мак, маковая соломка продолжает выращиваться вообще за милую душу, вопреки заявлениям Талибана о том, что вот как только мы придем к власти, мы сразу наведем порядок, мы уничтожим все эти насаждения, ничего подобного не происходит. К большому сожалению, мак продолжает выращиваться, и люди, которые занимаются выращиванием мака, говорят, а какая у нас еще альтернатива? У нас либо выращивать мак и отправлять его куда-то за границу с помощью каких-то там иностранных агентов, либо умирать с голоду. И, соответственно, ровно поэтому талибы, которые объявляли о том, что уничтожат маковые все эти поля, вынуждены закрывать на все это глаза, потому что у них нет выбора. Или они столкнутся с массовым вымиранием, или они дадут возможность людям хоть как-то выжить и заработать, пускай и таким вот совсем уж нечестным путем. Так что Афганистан явно еще долгое время будет у нас той страной и той точкой на глобусе, за которой будем пристально следить. Ну а пока программу надо заканчивать, подходит она к концу. Увидимся через несколько дней в эфире телеканала АТР. Напомню, это был Прайм Мацарский, и я, Юрий Мацарский, прощаюсь на этом. Всего хорошего, счастливо.